С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Мы рады приветствовать вас на канале Истиклал. Я Абдулла Ялкун. Мы ознакомим вас с наиболее важными событиями, произошедшими за последнюю неделю в мире и, в частности, на нашей родине, в Уйгурии. Китайские власти насильно переселили из уйгурского Туркестана в Китай 1000 девушек детородного возраста. 17 февраля 2019 года китайские власти в рамках программы по оказанию помощи сельским районам страны насильно переселили из города Хотан, что находится на юге уйгурского Туркестана, 1000 уйгурских девушек. Характерно, что все они детородного возраста, а в Китае, как известно, мужчин намного больше, чем женщин. Как сообщают китайские информационные агентства, уйгурские девушки поездами направляются в китайские провинции. По сообщению агентства Синьхуа, после проведения торжественной церемонии проводов, уйгурские девушки были отправлены со своей родины уйгурского Туркестана в китайские провинции – Цзянси, Шаньдун, Хубей, Фуцзянь. Во время торжественной церемонии 17 февраля представители властей заверили, что сделают все, чтобы эти уйгурские девушки навсегда остались в Китае, и в последующем еще многие уйгурки последуют за ними из уйгурского Туркестана в собственный Китай. Для этого они усиленно должны изучать китайский язык. По заверениям китайских руководителей Хотана, в 2019 году планируется отправить во внутренний Китай 600 тысяч человек. С начала года только из Хотана в китайские провинции уже отправлено 5000 уйгурских девушек. Майкл Помпео в Варшаве коснулся уйгурской проблемы. Государственный секретарь США Майкл Помпео, принимая участие в конференции по проблемам безопасности Среднего Востока, заявил, что Соединенные Штаты не будут оставаться безучастными, касается ли это ущемления прав уйгуров, заключенных в концентрационные лагеря в Китае, или кого бы то ни было еще. Майкл Помпео сказал это 13 февраля, давая интервью представителю американского телеканала PBS. Отвечая на вопрос о правах человека, американский государственный секретарь отметил, что вне зависимости от того, нарушаются ли права уйгуров в Китае, либо проблема с правами человека будет нами замечена в Иране или Северной Корее, мы не оставим ее без внимания. Известно, что Майкл Помпео – наиболее высокопоставленное лицо в американской иерархии власти после вице-президента Майкла Пенса, который коснулся проблемы уйгуров. В прошлом году Майкл Помпео, выступая на международном форуме, заявил о том, что сотни тысяч, а может и миллион уйгуров насильно удерживаются в так называемых центрах перевоспитания в Китае. Известно, что группа конгрессменов обращалась к Майклу Помпео инициировать санкции против Китая. Однако, до настоящего времени по вопросу положения уйгуров санкции пока приняты не были. Дорогие друзья, на этом разрешите попрощаться с вами. До новых встреч. Спасибо за внимание. Да пребудет с вами милость и благодать от Всевышнего Аллаха.